12 декабря в Инте произошло значимое событие. Торжественно открылся Центр общения старшего поколения. Это новая площадка, созданная для организации досуга и встреч людей серебряного возраста, расположена на базе клиентской службы отделения Социального фонда России по Республике Коми. Жители Инты с воодушевлением восприняли открытие центра. Очень приятно, конечно, что у нас в Инте организуется этот центр общения. Я думаю, он очень будет нужен, востребован. Хотя у нас такое поколение более активно ведет образ жизни, и вот им не лишнее. Вот именно, как правильно сказать, что многие у нас не имеют большой семьи, чтобы вот так общаться. А здесь они будут как-то более чувствовать себя нужными, интереснее им будет проводить время. Я считаю, очень. Прям для Инты это такой хороший шаг, что не забывают. Инта стала 8-м региональным центром в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья». Программа Центра общения старшего поколения за 3 года своего существования охватила более 900 площадок по всей России, успешно формируя активное сообщество людей серебряного возраста. На торжественном открытии Центра общения старшего поколения в Инте собрались старожилы города, управляющий отделением Социального фонда России по Республике Коми Антон Хозяинов, заместитель руководителя администрации муниципального округа Инта Елена Моторина, председатель местной организации ветеранов города Инты Зинаида Миронова, директор централизованной библиотечной системы Иван Проскурин, представители городского волонтерского движения. Открывая мероприятие, Ирина Шакирова, возглавляющая клиентскую службу отделения Социального фонда России по Республике Коми в Инте, представила вниманию аудитории видеоматериал, ярко иллюстрирующий работу Центра общения старшего поколения. Управляющий отделением Социального фонда России по Республике Коми Антон Хозяинов в своем вступительном слове отметил, что ключевая задача Центра общения старшего поколения заключается в содействии активному и продолжительному долголетию. Это площадка. Площадка, на которой можно собираться, общаться. Чем ее будем наполнять в Инте, это, конечно, зависит от жителей Инты, от представителей серебряного возраста. По большому счету, вот как в ролике было представлено, какое желание есть у вас, у представителей старшего поколения, тем и можно здесь заниматься. От имени и по поручению главы муниципального округа Инта Республики Коми, руководителя администрации Григория Ивановича Николаева, приветствую вас на открытии такого замечательного центра, еще одной такой теплой площадки для наших дорогих, любимых ветеранов и старожилов. И вообще хочется отметить, что в нашем городе наши ветераны, я не знаю, наверное, самые активные. Молодежь не такая активная, как наши ветераны. Успевают все, благодаря Зинаиде Ивановне, Любовь Васильевне, председателю общества Совета ветеранов, председателю общества Совета инвалидов. Наши ветераны успевают везде. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что наши совместные творческие проекты принесут результат, и наши ветераны будут активны, позитивны, будут учить нас правильно жить. В рамках центра планируется организация разнообразных мероприятий, охватывающих как образовательные направления, так и культурно-досуговую сферу. Главное, все эти инициативы будут обеспечены необходимым финансированием. Это гарантирует высокое качество и системность программ, делая их по-настоящему доступными и интересными для каждого возрастного жителя Инты. Сегодня мы открыли уже Центр общения старшего поколения в городе Инте. Это 8-й наш Центр общения старшего поколения в Республике Коми. Первый мы открыли в декабре 2022 года, часть открыли в 2023-2024 году, и вот добрались до Инты. Сегодня это у нас, как я сказал, самый северный Центр общения старшего поколения. Это такая точка отсчета для развития уже здесь, в городе Инте. По поводу финансирования, конечно, будет и дополнительное финансирование, то есть мы будем заниматься и наполнением материально-технической базы, и финансированием самих мероприятий, потому что это достаточно тоже затратные мероприятия. Например, мастер-классы предусматривают приобретение и бумаги, и клея, и красок, и так далее, и так далее. Вот, но финансирование, конечно, будет привязываться уже к самим мероприятиям. Поэтому мы исходим от пожеланий самих посетителей Центра общения старшего поколения,
то, чем они будут заниматься, уже, соответственно, финансирование будет направлено на поддержание этих мероприятий. Вот, в частности, в 2025-2024 году мы по пожеланию самих посетителей приобретали, например, спортинвентарь. Это и палки для финской ходьбы, и различные фитнес-инвентарь для того, чтобы можно было проводить совместно с Министерством здравоохранения такие вот уроки, ну, не спортивной, наверное, гимнастики, а гимнастики, направленные на поддержание активного долголетия наших посетителей центров общения. Пожелать хочется только одного: самых активных посетителей, чтобы они приходили, чтобы они проявляли инициативу, говорили о том, чем они хотят заниматься, чтобы появились постоянные посетители этого центра, с которыми мы уже можем выстроить эту работу и помогать им поддерживать активное долголетие. Центр общения для пожилых людей — это новые встречи, позитивные впечатления и незабываемые моменты. А благодаря соглашению о сотрудничестве с социальным фондом и администрацией муниципального округа Центр получит необходимые ресурсы для развития и организации разнообразных событий. Открытие Центра общения подарило гостям незабываемые впечатления, яркие концертные номера и познавательный мастер-класс. Как гармошка запоет, балалайка слезы льет, веселится весь народ от души. Теплая дружеская атмосфера стала отличным началом для центра, чья миссия — повышать социальную активность и качество жизни людей преклонного возраста.